Почтимые отцы, братья и сестры, дамы и господа, мир вашему дому. Вашето високо блаженство, драги приятели, братья и сестры, мир на вашиот дом. Этим приветствием приветствуют друг друга все христиане мира и все добрые люди. И это приветствие является девизом нашего фестиваля, Международного православного Сретенского кинофестиваля, который 12 лет тому назад, по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, мне благословлено возглавлять в России. Овој поздрав е поздрав на сите христијани и сите добри луѓе. И овој поздрав е мото на нашиот меѓународен филмски фестивал Сретенија. Филмски фестивал кој што беше основан пред 12 години со благослов на митрополитот Калужски и Егоревски Климент. По образованию я педагог-психолог. И 12 лет тому назад, когда меня благословили проводить этот фестиваль, не было достаточно фильмов, и в России достаточно не было фильмов духовно-нравственного содержания, благодаря которым я могла бы заниматься, вести свою педагогическую деятельность с детьми и молодежью. Според образованието, јас сум педагог-психолог. И пред 12 години, кога почне нашиот фестивал, во Русија немаше доволно филмови за духовна тематика, со кој што јас би можела да водам педагошка, воспитувачка дејност меѓу деца и млади. А как уже говорили предыдущие ораторы, живем мы в очень непростое, я бы сказала даже духовно очень тяжелое время. Како што рекоа претходните говорници, ние живееме во не баш едноставно, би рекла, многу комплицирано доба. И поэтому работа с молодежью, работа с детьми, формирование у них духовно-нравственных ценностей и воспитание их в любви к ближнему является сейчас для всех педагогов мира основной задачей. И затоа работа со деца и млади, формирање во нив духовни вредности, поттикнување на нив духовни вредности е голема задача за целото човешко општество. И в этом нам, педагогам, должны помогать деятели культуры, деятели искусства. И во ова нам ни треба помош од страна на дејци на културата, на дејци на уметноста. Ведь через искусство, через этот духовный, эмоциональный процесс восприятия произведения искусства лучше всего информация доходит до сердец людей. Бидејќи преку уметноста, преку емоционален осет на уметноста до децата, до луѓето доаѓаат правилни смисли. И поэтому, создав наш православный кинофестиваль, мы не просто один раз в год собираемся таким православным культурным сообществом и просматриваем фильмы, ведем беседы. Нет, мы, собрав эти фильмы, несем их в широкие слои населения. И не только в нашей стране, но и за рубежом.
так, как вот и мы приехали к вам с теми фильмами, которые были присланы на наш фестиваль. Затова на нашиот фестивал ние не само што одржувам голем собир на целата православна јавност со собирање на овие филмови, ние ги прошируваме низ нашата земја и надвор, како што сега на овој меѓународен филмски фестивал. За 12 лет нашего фестиваля в коллекции фестиваля собралось около 3000 духовно-нравственных фильмов, игровых, документальных, анимационных. За 12 години на постоењето на нашиот филмски фестивал беа собрани околу 1000 филмови од духовна тематика. Из этих фильмов мы отобрали лучшее и создали методические пособия, как смотреть и что смотреть для школ и детских садов России. Од нив ние направија еден методолошки прирачник за градинки и училишта, што и како треба да се гледа таму. Потому что в настоящее время общий культурный уровень, к сожалению, падает, и смотреть кино, и видеть, и понимать духовную сущность фильмов стало достаточно сложно. Бидејќи сега културното ниво драстично паѓа и разбирање на духовниот аспект на филмови станува се подешок. Использование данных методических пособий, творческие встречи с режиссерами, с деятелями кино, мастер-классы – все это помогает средствами киноискусства помогать человеку освоить духовное пространство современности. Користење на методолошки прирачници, средби со културни и филмски дејци, многобројни работилници им помагат на гледачите да го разберат духовниот аспект на филмовите. И я очень благодарна и восхищаюсь организаторами фестиваля «Покрова Пресвятой Богородицы» в Македонии, которую организовала удивительная женщина Зорица Костовски. Вот низкий ей поклон за это. Она взяла на свои женские плечи очень большой труд, потому что организовать подобного рода мероприятия очень сложно. И я сум многу восхитна и много сум благодарна на госпоѓа Зорица Костовска, организатор на овој фестивал. Нисок поклон до неја, бидејќи таа преземе врз себе си многу голем товар за духовното кино. Я очень прошу и деятелей церкви, Македонской церкви, и деятелей государства поддержать всячески это начинание, потому что Бог даст, с этого кинофестиваля будет расширяться духовная зона, духовная красота, будет больше наполняться духовной красотой земля Македонии. И јас би сакала да ги замолам представници на Македонската православна црква, представници на власта на Македонија да го поддржат овој фестивал, бидејќи со овој фестивал може да биде проширена духовна зона, духовна убавина на ова прекрасна земја Македонија. Да будет покров Пресвятой нашей Девы Богородицы над всей Святой Македонией, и дай Бог вам всем доброго здравия на многое и благое лето. Да биде Богородичен покров над
целата Македонија и да биде здравие и многое лета на Македонија и македонскиот народ.